Усталые, вымотанные, измученные, искусанные комарами, оводами и северной мошкарой, участники Шинтоп Трофи 2010 все же добились своего. За месяц был пройден путь в 3000 километров, из них 1500 по воде, на самодельных автомобилях-амфибиях. А начиналось все в Якутске. 1 июля ребята, поработав некоторое время шоу-карами на площади Победы, дали старт экспедиции от Тихого до Ледовитого океана. Сначала по земле до реки Колыма в Магаданской области. Хандыгу пролетают быстро, а вот на паром через Алдан уже не успевают. Переправляются лишь рано утром и снова в путь. Здесь караван из странных машин начинает вить петли вокруг нависающих скал. Экспедиция выходит на так называемые прижимы. В этот же день добраться до Уснеры не получается, ночуют на реке Кюбиме. Кстати, трасса Колыма активно строится. Учитывая, что это район вечной мерзлоты, в основание дороги укладывают что-то вроде утеплителя. Пенопропиленовые плиты размером примерно 2 на 4 метра. И только затем отсыпают гравием. Чем ближе продвигались участники экспедиции к Магаданской области, тем гористее становилась местность. Когда ехали по территории Якутии, вот особенно ночью, вот ехали по тундре, достаточно такое, ну, как бы мне вот, мы даже едем с Артемом, то есть он такой, говорит, земля Санникова, то есть настолько все, ну, необычно, какие-то вот такие, и вот время, границы, и сама природа, и такой свет, как бы не дневной и не ночной, такой вот именно вот это белых ночей, ну, настолько вот эта тишина, вот эта вот, ну, территория, вот эта дикая, вот эти вот ихние там классические национальные какие-то захоронения, ихние, вот, вот эти вот расстояния между деревнями колоссальные. День 5. Сегодняшняя цель – дойти до Колымы. По пути несколько интересных мест, одно из которых – заброшенный городок Кадыкчан, всего в нескольких десятках километров от ночлега. Еще недавно Кадыкчан был крупный поселок шахтеров. Больше десятка пятиэтажек, школа, ресторан, 15 тысяч жителей. Но буквально в одночасье шахту закрыли, и государство отказалось содержать поселок. А значит, и входить в отопительный сезон. Для Колымы, где зимой температура достигает минус 50 градусов, пожалуй, ничего хуже не придумаешь. Так что у жителей, по всей вероятности, было очень мало времени на то, чтобы покинуть город. В какую бы квартиру сегодня не заглянуть, повсюду брошенные в спешке вещи. Детские, взрослые, обувь, аппаратура, книги, фотографии. Как при отступлении во время войны. Пластинки ценные валяются. В 2005 году в Кадыкчане была первая экспедиция Шинтоп Трофи. Тогда и брошенные квартиры были аутентичны, и парочка местных жителей попалась с пропиской уже несуществующего города. Сегодня и их нет. День 6. Шинтоповцы добрались до Колымского, пригорода Симчана, в 10 километрах от него. Поселок брошенный. Впрочем, и сам Симчан оказался далеко неблагополучным. Тут и там пятиэтажки с зияющими пустыми окнами. Городок держится из последних сил лишь за счет порта. Автомобильная дорога в Симчане заканчивается. И далее грузы на север переправляют по реке. Скоро таким же макаром пойдут и автомобили-амфибии. Пока же ремонт на автобазе, который занял почти весь день.
50 километрах вверх по течению Колымы намечен водный старт. Здесь же предстояло собрать плот. Берег в этом месте более подходящий для схода на воду. Спать на Колыме хоть в палатке, хоть в машине можно максимум до 6 утра. Потом невидимая рука включает рубильник и начинает жарить солнце. Поэтому подъем в лагере всегда ранний.